Мы хотим, чтобы пресса, вы, уважаемые журналисты, через свои средства массовой информации донесли и до крымско-татарской общественности, и до общественности всей Украины, возможно, и всего мира, о том, что в Крыму сегодня через Хизб ут-Тахрир проводится очень большая и напряженная работа, направленная на ослабление Украины в целом. Мы хотим, чтобы это обращение, которое мы сегодня обнародовали, стало отправной точкой для очень большой дискуссии и в крымском обществе, и в украинском обществе о том, что такое Хизб ут-Тахрир, какие опасности она несет, и каким образом Украина и крымские татары в том числе смогут защитить себя и свое будущее от идеологии этой секты. Мы обращаемся к прессе с таким призывом. Откройте на своих страницах дискуссию по этой теме. Мы обращаемся к телеканалу АТР и телекомпании ГТРК Крым. Проведите передачи на эту тему с приглашением не только членов Хизб ут-Тахрир, но и тех людей, которые первыми забили в набат. Мы обращаемся к информационному управлению Автономной Республики Крым с просьбой на всех возможных и подотчетных ему средствах массовой информации содействовать открытой дискуссии о Хизб ут-Тахрир и ее целях и задачах. Далее мы обращаемся ко всем общественным организациям Крыма присоединиться к подписанию данного обращения ветеранов национального движения. Мы открыто и публично обращаемся к муфтияту Крыма, то есть к Духовному управлению мусульман Крыма, с призывом поддержать обращение ветеранов национального движения. Мы обращаемся к новому составу Меджлиса, публично и открыто поддержать данное обращение ветеранов национального движения. Мы обращаемся ко всем простым крымчанам от имени ветеранов национального движения, от имени тех общественных организаций, которые участвуют сегодня в заседании и в нашей пресс-конференции. Разъясняйте своим детям, что такое Хизб ут-Тахрир и какую опасность он несет крымским татарам. Разъясняйте это в мечетях. Разъясняйте это в семьях, разъясняйте это в гостях друг у друга. Мы должны понять, что нашу молодежь сегодня обманом вовлекают в антиисламскую секту. Хотя и говорят, что это делается под прикрытием ислама. Ислам зиждется на 5 столпах. И ни в одном из этих столпов нет надписи Хизб ут-Тахрир. Это главное, что мы должны объяснить своей молодежи. И второе. Восстановление прав крымских татар возможно только одним путем. Путем вхождения крымских татар в органы местного самоуправления и в органы местной власти. Только таким образом крымские татары смогут реально помочь своему народу. Хизб ут-Тахрир делает все, чтобы ни одного татарина не было ни в органах власти, ни в органах местного самоуправления. Более того, Хизб ут-Тахрир открыто призывает к тому, чтобы крымские татары даже не ходили на выборы, чтобы любыми путями исключить участие крымских татар в государственных процессах Украины. Это и есть самая главная и смертельная опасность для нашего народа. Нас хотят через Хизб ут-Тахрир сделать рабами, чтобы кто угодно сидел в органах власти, но не крымские татары. Чтобы кто угодно работал в органах местного самоуправления, но не крымские татары. Мы хотим, чтобы это услышал весь Крым, каждый крымский татарин. И когда его сын скажет: папа, меня зовут Хизб ут-Тахрир, чтобы он ему объяснил, куда его зовут и ради чего его туда приглашают. Мы благодарим всех собравшихся. Есть вопросы, мы готовы ответить.